рабочим визитом вместе с заместителем министра молодежной политики и спорта республики Павлом Муслимовым в Сибае побывали секретарь Координационной комиссии правительства по внедрению и реализации комплекса ГТО Виктор Макин, посол ГТО по Башкортостану в лице серебряного призера Олимпийских игр Алексея Селиверстова. Делегация столичных гостей первым делом ознакомилась со спортивными объектами города, которые теперь являются также местами тестирования ГТО. Маршрут включил в себя всего 6 учреждений. Это физкультурно-оздоровительный комплекс «Беркут», теннисный зал лицея имени Рамазана Умедбаева, клуб «Черный дракон», Сибайский институт БГУ, Центр детского творчества и Ледовый дворец Ирандык. Вместе с высокими гостями в деловой поездке приняли участие и председатели спортивных комитетов городов и районов Зауралья. Единственное высшее учебное заведение, обеспечивающее кадрами Зауральский регион, в будущем нацелено и на работу по повышению квалификации специалистов ГТО. Наши выпускники уже в районе Башкирского Зауралья уже ведущие позиции занимают. И мы многие соревнования проводим здесь. И то, что если мы сможем по ГТО выполнить эти функции, это было бы и престижно, и привлекательно для Сибайского института. Гости города убедились в том, что в Сибайском институте уделяется серьезное внимание не только образовательному процессу, но и физическому воспитанию молодежи. Члены делегации попробовали свои силы в стрельбе из лука. Каждый объект, где в скором времени будет проводиться тестирование ГТО, поразил участников маршрута оснащенностью современным оборудованием, а самое главное – достигнутыми результатами. Присутствие среди почетных гостей заслуженного мастера спорта по бобслею, серебряного призера Олимпийских игр в Турине Алексея Селиверстова вызвало массу положительных эмоций у сибайцев. В свою очередь, известный спортсмен охотно фотографировался и раздавал автографы. Я впервые в городе Сибай. Конечно, да, большая отдаленность от центра, от Уфы, но очень приятно было то, что встретили гостеприимно и столько много спортивных объектов. Это у нас получается уже 5-й спортивный объект. У нас практически везде есть огромные фоки, спортзалы и для зала, для тренировки и футболом, и волейболом. Из лука постреляли очень здорово вообще. Очень впечатлил институт. Хотелось бы, чтобы все-таки был стадион с покрытием с резиновым. Это очень важно для занятий спортом, тем более там завкафедрой самого мастер спорта по легкой атлетике. Поэтому это было бы, наверное, вообще было бы идеально. Также для проведения и тестирования ГТО, что тоже необходимо. Открывшийся 5 лет назад Ледовый дворец Ирандык сегодня занимается физической подготовкой детей по 4 олимпийским видам спорта. Не секрет, что помимо созданных благоприятных условий, особое значение на результативность выступлений ребят оказывает тренерский состав. В этом плане в Сибае возникают определенные трудности. Заработная плата тренерского состава составляет в каких-то моментах желать лучшего. Но на сегодняшний день мы по спортивным своим школам, именно по линии Министерства спорта, вопрос у нас идет по душевому финансированию, то есть если начальной подготовки 3,6%, то есть за чемпиона России уже по олимпийским видам спорта это 150%. То есть, как сказать, на сегодняшний день зависит заработная плата тренера от самого тренера. Как он правильно будет тренировать людей, как они будут выполнять первые разряды, кандидатов в мастера спорта, мастеров спорта, то есть группа высшего спортивного мастерства войдут. В целом, деятельность спортивных учреждений города заместитель министра по молодежной политике и спорта оценил положительно. Нам Российская Федерация дала федеральные средства на приобретение инвентаря для выполнения норм ГТО. И мы определили на координационной комиссии весной 3 центра. Это один центр Уфа, Стерлитамак и город Сибай. На сегодняшний день мы проехали, проинспектировали спортивные объекты города Сибая. Именно для выполнения норм ГТО, конечно, объекты прекрасные спортивные, никаких помех сдачи выполнения норм ГТО я не вижу. Далее за круглым столом участники делового маршрута обсудили нюансы проведения сдачи нормативов ГТО, организационные моменты по открытию муниципальных центров тестирования. В целом по республике запланировано создание 54 подобных мест. Мы, в свою очередь, тоже попытаемся приезжать сюда, сдавать нормы комплекса ГТО. Но у нас у себя тоже создаются такие центры, но, конечно, центром тестирования является все равно город Сибай, поэтому мы тоже будем приезжать к сдаче нормы комплекса ГТО. Желающих сдать нормы ГТО, себя проверить, себя порадовать результатами, победами будет только им кстати, поэтому надо этой возможностью воспользоваться и приходя в этот центр, сдавать нормативы и, самое главное, себя испытать.
Секретарь координационной комиссии правительства по внедрению и реализации комплекса ГТО Виктор Макин подробно рассказал о правилах проведения сдачи норм комплекса, подачи заявок, получения допуска, вручения знаков отличия и других моментах. Заключительным этапом рабочего визита столичных гостей стало открытие муниципального центра тестирования на базе детско-юношеской спортивной школы. Сейчас на данный момент уже оформлено 54 муниципальных центров тестирования. Вы одни из первых, те, которые уже сделали официальное открытие. То есть, помимо того, что вы давным-давно уже подготовили все необходимые документы для наделения вас полномочиями муниципального центра тестирования, вы сегодня сделали официальное открытие. С сегодняшнего дня дети, которые у вас будут принимать участие в выполнении нормативов комплекса ГТО, будут ваши ответственные люди готовить сводные протоколы, и эту информацию можно будет заносить на портал gto.ru. То есть каждый участник в своем личном кабинете на портале сможет увидеть, выполнил ли он норматив ГТО или не выполнил. Руководителем муниципального центра тестирования назначен специалист спорткомитета Ринат Хафизов. В ходе церемонии открытия стал известен и судейский состав. Сегодня мы в данный момент в нашей детской спортивной школе пригласили учащихся 13-15-летних, 4-я ступень. Сегодня они попытаются сдать нормативы ГТО по 4 видам. После церемонии открытия сибайские школьники проверили свои силы, выполнив в тестовом режиме нормативы ГТО по подтягиванию, жиму лежа, прыжкам в длину. Начало положено. Остается проверить, насколько востребованным у сибайцев станет этот комплекс. Луиза Мустафина, Радмир Исюнгул, Дамир Хайбулин, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.